Сервис по-актауски, из-за чего владелец кафе напал на посетительницу. И почему никто из свидетелей не заступился за девушку. Вы смотрите новый выпуск проекта «Прямо по Кунаева». Здравствуйте. В этой студии мы говорим о важном и актуальном. Спасибо, что смотрите нас. Поехали. Итак, сейчас будет реплика, которая больше подходит для новогодних фильмов. Однажды в городе Актау за несколько часов до боя курантов и многоточие. Дальше никакой праздничной атмосферы и история о чуде, только суровая и даже жестокая реальность. Итак, 31 декабря одна из местных жительниц отправилась в кафе. Ничего не предвещало беды. Поужинав, девушка готовилась оплатить счет. Но оказалось, что цифры в чеке сильно больше, чем было съедено и выпито. Официант объяснил, что включил туда дополнительные 14 тысяч тенге. Якобы за пролитый на диван чай, из-за чего мебель нуждается в восстановлении. Что было дальше? Девушка, которая не стала называть свое имя, рассказала позднее местным журналистам. Я не отказалась, сказала, что сейчас свяжусь с братом, он приедет, и мы все решим. Но ждать никто не стал. Между сторонами завязывается словесный конфликт. По неподтвержденным данным, то ли владелец кафе, то ли управляющий силой отбирает у девушки телефон в качестве залога. Это выводит ссору на новый уровень. И главные действующие лица истории сходятся в рукопашное. Вот эти кадры. Они появились в сети на днях. На записи отчетливо видно, как мужчина наносит удар по лицу девушки кулаком. Но та не теряется и бьет в ответ. Однако физическое превосходство берет свое, и он просто швыряет девушку на пол. Но даже несмотря на это, она пытается себя защитить. И это не может не восхищать, считает специалист по восточным единоборствам Мирзаян Бакыранов. То в любом случае мужчина остается мужчиной. Как ни крути, он физически сильнее, и он может дать отпор, в принципе, в 98% любой женщине. Пускай даже она будет достаточно физически подготовлена и прочее другое. Но здесь, если честно сказать, я очень удивлен. Девушка так реагирует и очень бесстрашно, очень действующая. Но на этом побоище не заканчивается. Мужчина несколько раз пробует добить девушку. Этому пытается помешать кто-то из присутствующих, но делают они это очень пассивно, а другие вовсе бездействуют. И оказывается, в той же психологии этому даже есть свое определение. Но есть такой феномен, называется как эффект свидетеля. Да? Каждый человек думает, что кто-то другой заступится, только не я. Это первая причина. Вторая причина, возможно, это именно про то, что агрессор выглядел очень опасным, и другой человек не вовлекается в помощь, потому что думает, что тоже может пострадать каким-то образом. Да? То есть не мое дело, моя хата с краю, я никого не знаю, я ничего не вижу, ничего не, главное, я целый. В результате почти без помех мужчина то ли за волосы, то ли за воротник в прямом смысле выволакивает соперницу из зала. Вот что рассказала сама пострадавшая журналистам. Без вещей и верхней одежды выгнали из кафе. Я попросила телефон на улице у прохожих. Тем временем психологи не исключают, что у мужчины могут быть проблемы с психикой. Вина тому сильная обида на кого-либо. И нынешний конфликт послужил своеобразным триггером. Иногда это называется гнев не по адресу. То есть злюсь я на другого человека, а гнев вымещаю на другом человеке. Также это может быть привычка справляться со стрессом через агрессию. То есть если человек делал так уже несколько раз, он думает, что это нормально, и то же самое делает. Но также это про то, что нету навыков саморегуляции, это неумение управлять своими чувствами, особенно гневом, неумение вообще распознавать это чувство. Теперь же в окончательных причинах и всех обстоятельствах произошедшего будет разбираться суд. Материалы дела туда уже поступили на днях. По фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью досудебные расследования завершены. Уголовные дела направлены в суд. Отмечу, что это далеко не первый конфликт, который получает широкий общественный резонанс даже за последнее время. Многие также были запечатлены очевидцами на свои телефоны, а еще камерами видеонаблюдения. На основании этих кадров психологи приходят к неутешительным выводам. Насилие сейчас, конечно, это такая болезненная тема, да, вот то, что как инфоповод просачивается, как появляется у нас. Это про то, что уровень агрессии у людей, именно агрессивного поведения, да, это, скорее всего, какое-то внутреннее бессилие, потому что человек, когда слишком долго в себе что-то копит, оно
взрывается, да, так скажем, ну, такие взрывчатые реакции. Это же тоже накопленное что-то может быть. Поэтому хочется пожелать искренне каждому человеку позаботиться о своем психическом здоровье. Что же касается конкретно обстоятельств этой истории, то эксперты советуют не пробовать повторять подобное. Во-первых, это противоречит закону. Во-вторых, просто небезопасно. Многие подобные конфликты заканчиваются трагедиями. Но если такое все же произошло, вот несколько советов для девушек. Есть вещи, которые, например, нельзя применять в обычной жизни, поэтому приемы, они более жесткие. Наверное, чаще всего девушки используют такой, знаете, как говорится, подлый прием – это удар ниже пояса. Уже знаете, да, такому вот есть, существует такое, например, или, допустим, тыкнуть пальцем в глаз, или, допустим, в мягкие ткани, такие как горло и прочие такие моменты, где можно человека, например, на какое-то время оглушить условно, чтобы отвлечь его внимание и, допустим, убежать в этот момент. Однако отмечу еще раз, лучше действовать в рамках закона. Тогда, ко всему прочему, вас не смогут обвинить в обратной агрессии. А у нас на сегодня все. До скорых встреч. Пока.